Старая проблема, о которой многие забыли, но решать ее придется. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Служба связи при правительстве Таджикистана заявила, что пользователи около 2 миллионов сим-карт операторов мобильной связи до сих пор не прошли перерегистрацию по новым ID-паспортам. Министерство внутренних дел Таджикистана напомнило гражданам, что срок перерегистрации сим-карт по новым ID-паспортам образца 2014 года истекает 15 февраля 2023 года. По данным службы связи, из 2 миллионов сим-карт, не прошедших перерегистрацию, 800 тысяч являются активными. Если абоненты вовремя не успеют провести перерегистрацию, то их номера будут деактивированы, сказал один из сотрудников службы связи. Паспорта нового образца, пластиковые идентификационные карточки, ID-карты в Таджикистане начали выдавать вместо обычных общих гражданских паспортов с 2014 года. Власти в 2019 году приняли решение о том, что паспорта образца 1999 года не годятся для регистрации сим-карты и обязали абонентов перерегистрировать номера на новые пластиковые ID-карты. Однако поменять паспорта и переоформить всех абонентов за короткий период времени было невозможно, и поэтому власти решили продлить срок перерегистрации до 15 февраля 2020 года. Позже правительству пришлось еще дважды продлить срок переоформления. В службе связи и МВД Таджикистана заявили, что будет ли снова продлен срок перерегистрации, неизвестно. Окончательное решение об этом примет правительство страны. Операторы мобильной связи Таджикистана призывают своих абонентов как можно скорее перерегистрировать свои сим-карты по новым паспортам, чтобы избежать деактивации номера мобильного телефона. Арас Нуйманов, сотрудник компании Z-Mobile, 9 января в беседе сказал, что сейчас к ним чаще приходят пожилые люди и перерегистрируют сим-карты на своих детей. Тем, кто не перерегистрировали свои сим-карты, рекомендуют не откладывать это дело на завтра. В случае деактивации номера мобильного телефона у них прибавится хлопот, добавил собеседник. Тем временем некоторые эксперты считают, что ситуация вряд ли дойдет до реального отключения сим-карты или других санкций в отношении абонентов и предсказывают, что правительство будет вынуждено продлить сроки перерегистрации. А как вы думаете, они это сделают? Мухаммади Ибадулоев, глава общественного фонда «Гражданская инициатива политики интернет», говорит, что замена старых паспортов на ID-паспорта образца 2014 года была проведена ради перерегистрации сим-карт, поэтому жители не стали относиться к новшеству серьезно. По его словам, если новый паспорт давал доступ к многочисленным государственным электронным услугам, то с заменой старых паспортов проблем бы и не возникало. Эксперт в области связи Рустам Гулов считает, что замена старого паспорта на новый требует у граждан много времени, сил и средств. Все данные о гражданах имеются в МВД Таджикистана. Несмотря на это, для получения нового паспорта необходимо собрать несколько документов, скажем, свидетельство о браке, хотя в старом паспорте имеется штамп о семейном положении. С другой стороны, когда гражданин убедится, что в новом паспорте нет никаких новых данных, то не спешит с заменой старого паспорта на новый, говорит Гулов. По данным МВД, новыми паспортами образца 2014 года сегодня обеспечено 3 миллиона 900 тысяч таджикских граждан. Какое количество граждан обменяли старые паспорта на пластик ради перерегистрации сим-карт, неизвестно. Хусейн Караев, житель Шахринаусского района, говорит, что он получил новый пластиковый паспорт после того, как ему отказали продать сим-карту по паспорту старого образца. Напомним, 4 года назад правительство Таджикистана специальным постановлением обязало мобильные операторы страны переоформить сим-карты своих абонентов с паспортов образца 1999 года на ID-паспорта образца 2014 года. При этом устанавливался лимит. На один паспорт можно было зарегистрировать не более 2 сим-карт. В связи с этим в паспортных столах образовались огромные очереди. По данным службы связи, на сегодня в Таджикистане насчитывается более 8 миллионов абонентов мобильной связи, но только 6 миллионов из них являются активными пользователями. Как вы думаете, как закончится эта ситуация или продлится на следующие года? И вы успели переоформиться? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!